Этим летом в Коми благоустроят больше 100 территорий общественных и дворовых мест в 46 городских и сельских поселениях. В список включены и 24 участка, за которые голосовали сами жители. Как продвигаются работы на местах, на этой неделе оценили депутаты Государственного совета. О результатах расскажет Виктория Палкина. Работы перед спортивно-культурным центром по улице Школьная в Сыктывкарском лесозаводе идут полным ходом. За месяц удалось достичь видимых результатов. Территорию расчистили от зарослей кустарников и старых деревьев. Каждое перед вырубкой проверили экологи. Изменения масштабные, то есть в данном случае здесь не было людей, только то, что натоптали, там и ходили. Тут в частности предусмотрены все тропинки, пешеходные тротуары, подъездные пути к мемориалу и ко всем объектам. Сейчас уже благоустройство, установка бордюрного камня тротуарного завершается. И останется только по периметру поменять тротуарный камень и положить асфальт. По проекту в сквере для детей и подростков предусмотрены игровые площадки с бесшовным покрытием из каучуковой крошки. Будет полностью произведена замена покрытий пешеходных дорожек. Появятся тротуары из различных видов брусчатки. Также оборудуют новое освещение, установят скамейки, урны, зону велопарковки и качели. Площадка будет оснащена системой видеонаблюдения. Во всем микрорайоне Лесозавод практически нет ни одного сквера и парка на сегодняшний день. То есть, если люди хотят выехать, покачаться на качелях, посидеть на скамеечке, отдохнуть в тени деревьев, они вынуждены были ехать в город. Сегодня растет спрос на комфорт. Благоустроить именно эту территорию жители лесозавода предлагали уже давно. Тем более, что рядом располагается памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Раньше неравнодушные граждане поддерживали порядок своими силами и проводили субботники. Теперь ждут не дождутся, когда наконец смогут прогуляться по обновленному скверу. А это уже другая большая стройка в Сыктывкарской орбите. И тоже в рамках программы формирования комфортной городской среды. Рядом с домом по адресу Малышева, 13 уже совсем скоро появится многофункциональная спортивно-досуговая зона. Это будет первый подобный проект в густонаселенном микрорайоне. Здесь должны появиться у нас и баскетбольная, волейбольная, мини-футбольная площадка. Место для воркаута, для отдыха людей разных возрастов. И, как мы видим, поэтапно уже есть, так сказать, уже признаки того, что будет где находиться, это можно уже видеть воочию. Почему это важно именно здесь? Потому что стоит сказать, что в орбите таких, наверное, мест не так много. И я считаю, что появление такого места, оно позволит, действительно, наверное, реализовать отчасти этот запрос. В ходе рейда по площадкам, которые благоустраивают в рамках программы формирования комфортной городской среды, парламентарии Коми поднимают и кадровый вопрос. Строители признаются, помимо рабочих рук нужны и инженерные специальности. Профильное образование можно получить, например, в Сыктывкарском лесном институте. С каждым годом бюджетных мест по этим специальностям все больше. Мы до 40 бюджетных мест каждый год, последние годы уже имеем. В этом году только 8 человек закончило, а уже на будущий год и в последующие годы по 30-40 человек будут приходить в строительную отрасль. И я уверена, что именно с приходом этих ребят, инженеров, а Сыктывкарский лесной институт дает хорошую подготовку. Вот мы видим эти кадры. И мы обязательно восстановим строительную отрасль Республики Коми. Лето – жаркая пора у строителей, а потому без работы точно никто не останется. Так, уже на следующей неделе начнется большая работа по благоустройству сквера в Эжвинском районе столицы. Всего же в этом году в Коми по программе формирования комфортной городской среды планируют благоустроить 71 общественную и 50 дворовых территорий. Следующая точка – оздоровительный лагерь «Мечта». Организация детского летнего отдыха в регионе и за его пределами также под контролем парламентариев. В этом году отдыхом и оздоровлением охвачено свыше 34 тысяч ребят, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Мечта» заполнена полностью. В отряде по 24 человека и по 3-4 вожатых. У самых младших есть и воспитатели. Перед открытием первых смен в лагере сделали косметический ремонт, приобрели спортивный инвентарь и музыкальное оборудование. 28 июня к нам заехало 192 ребенка с разных муниципалитетов нашей объятной республики Коми.
Программа называется «Маршруты твоего сердца». Очень интересная, направленность у нас туристско-краеведческая. Дети изучают самобытность, культуру и традиции наших народов, развивают толерантность. Несколько вопросов вызывают уборные комнаты. Туалеты, душевые лагеря находятся на улице и не так близко к корпусам. Вожатые признаются, что привыкли вставать по ночам, чтобы сопровождать детей. Но было бы удобнее разместить все в одном корпусе. Что касается лагеря «Мечта», есть такая идея, концепция строительства модульных корпусов. И эта идея, может быть, концепция пока на уровне идеи, да, но она уже озвучивается. И если мы приложим для этого все усилия, то это было бы очень хорошо. И тогда бы все санитарно-бытовые, санитарно-гигиенические условия для наших ребят в качестве жилищных, бытовых условий проживания, они бы были настолько решены замечательно. А это оздоровительный лагерь «Орленок». В этом году он отмечает 53 года. Каждая смена принимает по 180 детей. Всегда разная тематика. Например, сейчас спортивная, называется «Дерзай, дружи, делай». Режим такой, что каждая минута расписана. Вот и сейчас дети готовятся к вечернему шоу. Я сюда приезжаю с 8 лет. Я здесь уже 10-й раз. Мне нравится, что я здесь живу со своими друзьями. Здесь много развлекательных программ. Весело проводить время. Мы готовимся к открытию смены, закрытию. Разные есть шоу талантов, старт-тинейджер. Мы ходим вечерами на дискотеки, на огоньки, где общаемся на разные темы. В прошлом году «Орленку» удалось накрыть имеющийся на базе бассейн специальными куполами. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру воды для купания. Но совсем недавно рядом с бассейном появились и шезлонги. С предыдущего года по инициативе детей мы смогли построить волейбольную площадку с безопасным покрытием. Мы построили дополнительные беседки, это места отдыха детей. Вообще любые проекты, которые мы реализуем, они исходят из детей, от детей. Они проводят с нами планерки, приглашают меня на эти планерки, представителей взрослого профсоюза, администрации комбината и готовят целый список своих идей. Мы стараемся в течение года реализовать то, что они придумали. Парламентарии Коми осмотрели спальные корпуса, спортивные игровые площадки, столовую и культурный центр, где проводят занятия. Всего на организацию оздоровления детей в нашей республике в этом году предусмотрено 485 миллионов рублей. Из них 103 миллиона как раз направлены на укрепление материально-технической базы лагерей. Это на 14% выше, чем в прошлые годы.